Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на события будущей недели. Давайте посмотрим, что ждет, что будет происходить и что будет в жизни вашей меняться. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, вам руку кто-то целует, причем на коленях стоит перед вами и целует вам руку. А вы разрешаете, вы так руку подаете, говорите, целуйте. Можно. Здесь какой-то человек либо ухаживать за вами будет, либо уделять вам какое-то особое внимание. И еще когда целуют руку, признают вас, да, признают, могут извиняться, могут приносить извинения, могут оправдываться перед вами. Ну так, знаете, интересненько показали. Вы не против, руку подаете, человек прям на колени опускается и целует вашу руку. Почтение, признание, либо ухаживание. Ухаживание за вами, которые вы принимаете. То есть вам не противно, вы не против, вы даже, возможно, очень даже за. Ну, целует, хорошо, пусть целует. Приятно, это приятно. И человек действительно очень старается, вы для этого человека очень нужны, важны. И, возможно, это как последний шанс обратить ваше внимание на себя, либо извиниться перед вами, выпросить ваше прощение и признание. Еще, мои хорошие, показывают, что вы становитесь звеном какой-то очень длинной и прочной цепи. Стать звеном, войти в какую-то коалицию, войти в какое-то общество, сообщество людей, войти, допустим, в коллектив, в какую-то организацию. Хороший знак. Почему хороший? Потому что вы становитесь единым целым чего-то очень важного, и там вам будет всесторонняя поддержка. Потому что звенья цепи, они же с друг другом соединяются, да, и вы кого-то поддерживаете, и вас поддерживают. Причем вас будут поддерживать, получается, с двух сторон. Хороший знак. Может быть, вы давно хотели, давно мечтали войти в какую-то группу людей, сообщество, общество, коллектив, чтобы вас приняли, чтобы вас признали. Вот как раз-таки на будущей неделе это случится. Перед женщиной мужчина, словно бы павлин, расставляет свой огромный этот хвост. Женщина в шоке, женщина и подумать, скорее всего, не могла, что этот мужчина на нее имеет виды, да, глаз положил. Мужчина, судя по тому, что павлина показали, очень хорош собой, привлекательный мужчина, да, возможно, он там гроза района, либо первый красавец у вас, ну, как на местном рынке женихов. Если честно, вам немножко не до него будет, либо для вас это действительно будет какой-то большой неожиданностью, то, что он перед вами красуется. Но опять же, вижу, что столкнетесь с тем, что вам моментально начнут завидовать и начнут перешептываться и говорить, что вот, она его приворожила, она такая вот никакая, вот, а этот красивый мужчина на нее внимание обратил, а он действительно, кроме вас, ни на кого другого не смотрит. Какой-то момент, связанный с вашим триумфом, да, потому что вы, ну, и самоутверждаетесь, получается, в этот момент, у вас самооценка поднимается, и вот каким-то женщинам не очень хорошим нос утрете. Вот прям такие завистливые разговоры, которые вас не обижают, наоборот, эти разговоры вас как потешат, да, что да, говорите, курице, он за мной ухаживает, но не за вами. То есть выбрал самую лучшую. Это не значит, что он там начнет за вами бегать, да, он просто будет вас выделять, он там будет вам помогать, он будет там с вами здороваться, подходить, что-то вот конкретно, да, как услуги какие-то вам оказывать, приоткрывать для вас дверь, допустим,
что к вам подходить, что-то у вас спрашивать, с вами советоваться, что-то вам свое давать. Возможно, там конфетки либо какое-то угощение принесет и начнет вас там угощать, кормить, а другим не будет давать. Да, какие-то женщины начнут шептаться, но вы ему трете нос. С левой стороны, мои хорошие, показывают 2 кочки, которых вы не ждете. Ну, кочки — это преграды, это сопротивление, это даже какие-то моменты, где нужно вот остановиться, разобраться и быть внимательным. Если вы автолюбитель, да, у вас есть автомобиль, и вы будете ехать в каком-то незнакомом районе по новой дороге, будьте предельно внимательны. Лучше сбавьте скорость и вот прям все внимание на дорогу. Объезжайте там неровности, какие-то странные моменты, тоже все это объезжайте. Если речь идет о жизненном пути, то, возможно, как 2 преграды, с которыми вам придется ну, вот прям повозиться, разобраться, и они будут вас немножко замедлять. Вот как дважды вы замедлитесь. Но бояться вам нечего, вы не с таким справлялись. Ну, просто, скорее всего, вы этого не ждете, но вы с этим столкнетесь. Также я вижу, что у какого-то человека палка сломается. Причем сломается сразу, вот знаете, во всех местах, как будто бы в труху рассыпется. Этот человек вам этой палкой либо хотел угрожать, либо уже угрожал, либо угрожающий эту палку поднимает, и она раз в труху падает. Человек как опозорится даже. И для вас это такой знак, что вы под надежной защитой, что высшие силы вам помогают, что высшие силы никому не позволят вас обижать. Никому, кто бы это ни был, неважно какой повод, неважно какая-то ситуация, да, вас никому не дозволено обижать. Высшие силы за этим прям наблюдают, следят и держат руку на пульсе. Человек, конечно, тут и опозорится, и в шоке будет, и тоже сочтет это знаком свыше, что вот зря я на нее руку поднял, либо зря я хотел там с ней отношения выяснять, либо зря я хотела там на нее нападать. Но вот палка рассыпется. Может быть, это аргументы, которые рассыпятся. Может быть, человек действительно там заручился поддержкой каких-то других людей, а эти люди в последний момент передумали. Может быть, человек там задумал для вас, а все это обернется против него, либо против нее. Ну, не получится. Ни у кого не получится вам навредить, либо вас побить. Ну, либо накричать на вас, в чем-то обвинить, то же самое. Еще, мои хорошие, я вижу, что с вами кто-то свяжется на будущей неделе. Тот, кого вы либо ждали очень давно, да, вот вы прям ждали, что человек должен выйти на контакт, должен с вами связаться, созвониться, либо человек, на которого вы загадаете. Допустим, вам мужчина нравится, от него ни слуху, ни духу. И вы такая, ну вот, если у нас есть с ним будущее, то он обязательно мне там напишет, да, либо будет звонок от него. И вот вы загадаете, и это случится. Ну, либо вы там будете вспоминать этого человека, может, это даже какой-то не личный вопрос, деловой вопрос, и человек буквально с вами свяжется. Человек вам скажет что-то очень хорошее, что-то, что согреет ваше сердечко, и согреет, и радостью наполнит. Прям удовольствие получаете от этого события. И еще у вас, я вижу, скелетик от рыбы. Это расходы, сразу говорю. Возможно, будут расходы, непредвиденные расходы, либо расходы больше, чем ваш бюджет. Ну, допустим, да, вы там не думали, не гадали, там в магазине скидка, и вы понимаете, что нужно брать эти товары, иначе они там опять пропадут, либо вырастут в цене, либо потом это будет как недоступно вам. И вот у вас такие расходы появляются. Может быть, какая-то возможность, да, вам будут предлагать какие-то услуги, тоже там по хорошей цене, и вы такая, ну, надо оплатить, потому что потом не докупишься. Может быть, какая-то платежка придет, может быть, еще что-то случится. Но вот по скелетику рыбы это именно расходы. Расходы с левой стороны, которые вы не планируете, не прогнозируете, и с чем вы столкнетесь вот просто вот по факту. Скелетик небольшой, но все равно, знаете, как-то отдавать не получать, да, немножко обидненько, либо немножко жалко будет денег. Еще я вижу у вас пчелиный улей, и вам туда дорога идет. Но пчелиный улей — это обычно работа, какое-то, может, бизнес-здание, либо здание, где очень много людей работают, разные офисы, разные предприятия, организации, фирмы. Вот вам туда дорога.
как-то не очень комфортно вы себя будете чувствовать, либо с таким, знаете, тяжелым сердцем вы туда пойдете и скажете: Господи, а что ж я там делать буду, а что мне говорить, что мне там искать, там так много людей, я сейчас заблужусь, запутаюсь, там никто меня слушать не станет. Но на самом деле вас очень удивит, что там люди отзывчивые, приятные, улыбчивые, такие, знаете, приятные. Вас там и встретят, и будут провожать, и будут дорогу указывать. И вполне себе как комфортно, да, вы будете себя ощущать очень комфортно. У вас страх, заочный страх получается, да, может быть, вы не привыкли попадать в такие места, либо вы живете спокойно, размеренной жизнью, когда вы столкнетесь с таким челобейником, вы немножечко испугаетесь. Но там все хорошо будет, хорошо и приятно. Даже какая-то особая атмосфера, да, кто-то из вас скажет: о, я тоже хочу здесь работать, либо место как-то благотворно на вас повлияет, либо атмосфера, либо люди, которые там работают. Дальше показывают лестницу, как будто бы там ступенек не хватает. Не ступеньки, а вот эти перекладины. Знаете, вот эти лестницы приставные, на них вот перекладинки, по которым взбираешься вверх. Лестница, у которой не хватает ступенек. Обычно так показывают неполноценную помощь, либо показывают какие-то неполноценные варианты возможности. Вы хотите взобраться вверх, вам дают лестницу, но на этой лестнице она не рабочая, на ней никуда не заберешься. Да? То есть ступенек не хватает, это очень опасно и как бы физически невозможно. Да? Если ступенек нет, то что вам с этими палками делать? Как по канату на них взбираться? Если честно, будете разочарованы. Сразу вот большую шапку с себя снимете. Возможно, кто-то кормил вас надеждами, либо кто-то пытался там сказать, что вот я все знаю, я все умею, у меня есть стопроцентный вариант, либо я тебе помогу, а окажется, что такая помощь и даром не надо. То вы так прям человеку эту шапку назад бросаете и говорите: заберите, спасибо, не надо, я как-нибудь сама. Ненадежный человек, либо обманщик, либо сама по себе ситуация какая-то нездоровая была. Но вы правильно сделаете, что не будете рисковать, что на эту лестницу не будете взбираться, потому что она действительно какая-то вот, неправильная, да? Неправильные пчелы, неправильная лестница. Да, скорее всего, ввели в обман, в заблуждение, либо такой человек пустобрех, да, лишь бы сказать, может быть, ни в чем не разбирается, но лишь бы сказать. Дальше с правой стороны человек на букву О вот прям порадует, от души порадует. Это может быть и мужчина, и женщина, это может быть имя, это может быть фамилия, это может быть даже как звание, должность, кличка. Человек на букву О, у вас аж звезды в глазах, да, когда смотрите на этого человека. Вам прям захочется этого человечка, не знаю, на руках поносить, поподкидывать. Что-то очень хорошее для вас сделает, либо классную роль сыграет в вашей жизни. Это ваш герой, либо ваша героиня. Очень приятно. Человек на букву О. Еще показывают букву Н, но буква Н как будто бы нуждается в помощи, но молчит. Если вас зовут на букву Н, неважно, вы мужчина или женщина, и вам нужна будет помощь, вам ни в коем случае нельзя молчать. Неважно, по какой причине вы молчите, стесняетесь, боитесь, не хотите огласки, молчать нельзя. Если вы попросите, вам будет оказана полноценная квалифицированная помощь. И также, если в вашем окружении есть человек, кого зовут на букву Н, и человек явно будет себя вести как-то очень отстраненно, замкнуто, будет как в тени находиться, не постесняйтесь, подойдите и предложите свою помощь. Хотя бы расспросите, что происходит, что я могу для тебя сделать, чем могу помочь. Мне идет, что человек в каком-то отчаянном состоянии будет находиться и очень сильно будет нуждаться в помощи. Дальше, мои хорошие, у вас цифры прыгают, у вас как будто бы цифры местами меняются. Сначала они как будто бы в одном порядке были, а теперь они как будто бы в обратном порядке идут. Но здесь либо радикально ситуация поменяется, либо вы с кем-то ролями поменяетесь. Вот мне идет, что где-то в чем-то кто-то был главный, а этот человек вам там давал советы, либо вас учил, и благодаря этому вы что-то получали. А теперь будет ровно наоборот. Теперь вы главный, либо главное, вы будете давать советы, и тот другой человек благодаря вам что-то будет получать, либо иметь, либо как справляться с чем-то. Цифры меняются местами. Для вас это будет очень удивительно,
Но опять же, это законно, это логично, вы развиваетесь и развиваетесь гораздо быстрее, чем тот человек, который вам изначально помогал. Дальше будете заниматься тем, что на чужой лодке устанавливать паруса. Ну, паруса — это мечты, это желания, это исполнение. Скорее всего, вы кому-то мечту исполните, либо желание исполните. Парус небольшой, от вас не убудет, а человеку прям счастье. Человек прям светиться будет от радости, что вы вот помогли, сделали, там, исполнили, подарили, может быть. Прям приятно. Добро, которое вы делаете, вам как сторицей вернется. Потому что благодарнее того человека вы никого не найдете. Человек прям прорекламирует вас, будет ходить там неделю и всем трубить о том, что вы гениальны, что вы добры, что вы классный подарок сделали, что вы исполнили мечту. Прям прославит вас, да, как этот трубадур, который как героев прославляет, да, такой момент. Еще, мои хорошие, на будущей неделе вы всю правду узнаете. Правду о каких-то бедах и неприятностях, о каких-то помехах, о каких-то злых людях. Ну, понятно, что вы все разные, и, соответственно, и правда будет разная, и про разные дела. С одной стороны, вам будет страшно обидно, и даже кто-то из вас может впасть в состояние гнева. Да? Ну, праведный гнев, вы такая скажете: да как так, да? Да кто посмел, да что за люди такие, вот сейчас пойду там отхлестаю. Но с другой стороны, вы поймете, что вам просто мешали, да? Это не значит, что вы там несчастливая, неудачливая, неудачливый. Вам просто мешали, вам люди руками создавали проблемы. И вы это понимаете. У вас с одной стороны гнев, а с другой стороны вы понимаете, что не все потеряно, что теперь я понимаю, в чем причина моих неудач, и теперь я могу все изменить, как переиграть, откатить. Да, такие вот даже мысли у вас будут в голове. Но гнев свой, пожалуйста, сдерживайте. Преобразуйте его в энергию, преобразуйте в новое начинание. Вам все силы потребуются для того, чтобы пробить эту черную пленку и наконец-таки избавиться от того негатива, либо негативного воздействия, которое было в вашей жизни. А всю правду вы узнаете. Откуда вы узнаете, я не могу сказать. Источники могут быть разные. Кто-то пойдет к гадалке, эзотерику, и там вам расскажут. А кто-то достоверно узнает с первых уст, да, что произошло. Кто-то каким-то другим путем узнает. Понимаете, разное бывает. Но всю правду вы точно узнаете. У вас неделя вообще как немножко судная идет. У вас есть право судить тех, кто вам вредил, но высшие силы говорят: мы сами без тебя разберемся, да? Ты лучше береги энергию и начинай, пока не поздно, начинай все сначала. Теперь ты понимаешь, что это не неудача, а это чужая злая воля. Еще, мои хорошие, я вижу женщину, над ней бабочки летают. Ну, бабочки, женихи, да, поклонники. Много разных, там мелкие, крупные, как худее, толще, разные мужчины почему-то вот как с ума сойдут и будут, не знаю, подмигивать, комплиментить. Равнодушных не будет. Равнодушных не будет. Прям очень молодые, либо пожилые, разные мужчины, свободные, женатые, неважно. Вот все будут делать вам комплименты. Даже, возможно, мужчины даже не той ориентации все равно будут делать вам комплименты. А вы будете ходить и думать: да что происходит, что случилось? Как будто бы вот по-другому на вас смотрят, либо что-то в вас видят, что вы сами в себе не видите. А я вам скажу, вы трансформируетесь, и трансформируется не только ваше сознание, но и ваше тело, ваша энергетика трансформируется. У вас... Ну вот как застой мне идет. Скорее всего, был застой, либо перекрыта была энергетика. Может быть, трансформация у вас на паузе стояла, а может быть, вы вообще были далеки от трансформации. А теперь вы прям чувствуете, как меняется отношение к вам, отношение противоположного пола. Даже почувствуете, что вам легче, лучше. У вас какие-то мысли позитивные в голове, желания какие-то новые у вас появляются. Ну вот как пик мне идет, пик вашей трансформации. У вас даже сны какие-то необычные будут. Но мужчины проходу не дают. Вот хотите верьте, хотите нет, но мужчины постоянно вот глазами к вам прилипают, улыбаются, говорят очень классные слова. Да, замечательно. Еще, мои хорошие, я вижу, что вы какую-то сумку выбрасываете. Видите, вот она сумка.
и вы ее выбрасываете. Сумка может быть в прямом смысле слова. Допустим, у вас есть сумка, она уже все свое отслужила, и вы ее решили выбросить. Либо сумка в эзотерическом плане могут показать какие-то беды, проблемы. Знаете, как с ума, да? То, что вас тяготило. Вот вы эту сумку выбрасываете, и как будто бы в этом моменте ощущаете, что что-то меняется. Допустим, может быть, сумка, ваша сумка, да, на себя очень много дурных глаз приняла, да, дурной энергетикой пропиталась. Может быть, вам в сумку что-то подбросили, либо сумку там мертвой водой могли обрызгать, облить. Да, люди на такое способны. И вы с этой сумкой ходили, вам везде был отказ, вас не замечали, вас не принимали, и вы думали, да как так, да? Что происходит вообще в жизни? Я тут стараюсь, из кожи вон лезу, а люди вот такие равнодушные, невнимательные, холодные. Вот мне идет, что сумка как причина ваших неприятностей. И вы ее выбросите и сразу почувствуете облегчение. Возможно, кстати, вот эта правда, которую вы узнаете, может тоже как-то связана с тем, что вы сумку будете выбрасывать. Да? Может быть, вот правда раскроется, и вам скажут, твою сумку облили мертвой водой. И вы такая, ничего себе. Да? И я ее выброшу. И как только вы ее выбросите, сразу энергетика меняется. Ну а если мы говорим в эзотерическом смысле, то, возможно, вы перестанете себя за что-то наказывать, за что-то винить. Возможно, вы даже пересмотрите свое собственное отношение к самой себе. Да, там вот боялась, сомневалась, комплексовала, неуверенность была, какие-то комплексы были. Да, вы от этого избавляетесь и сразу начинаете себя чувствовать легче. Опять же, возможно, правду. Вот, узнав эту правду, вы эту сумку выкинете и сразу почувствуете изменения. Дальше какой-то человек придет, флагом будет махать с левой стороны. Ну, тут либо предлагать вам что-то будет, либо сдаваться. У кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Если будут предлагать, то предложение приемлемое. Я не могу сказать, что самое лучшее, а приемлемое, неплохо. Если человек придет сдаваться, ну, выкинет этот белый флаг, то для вас это было ожидаемо. Вы прям чувствовали, да, что ваше возьмет, и человек придет сдаваться. Мне вообще кажется, что этот человек — это ваш то ли партнер, то ли какой-то родственник, ну, то ли хороший знакомый. И, возможно, вы поспорили накануне, либо вот как-то разошлись во мнении, и человек придет и скажет, да, ты была права, прими мои извинения, как бы я сдаюсь. Вот он, этот белый флаг, я полностью сдаюсь. Ну, а если предлагать, то, скорее всего, тоже знакомый человек. И, в принципе, не супер, конечно, но и неплохо. И еще показано, что с правой стороны какие-то люди, они как за чертой окажутся. Черта, разделительная черта между вами и этими людьми. И у вас как будто бы все улучшается, а у этих людей, наоборот, все резко ухудшается. Знакомы вы с этими людьми, не знакомы с этими людьми, я не могу сказать. Но будут какие-то события, изменения, которые на разных людей влияют по-разному. Вам они в плюс идут, в улучшение, а другим людям как в минус, в ухудшение. И надо отдать должное, в плюс уйдет не так много людей. Вот вы и еще там, может быть, пару человек, там пару десятков человек. А в минус будут уходить прям тысячами. Тысячами люди будут уходить. Что это, я не могу сказать. Это общая отсыпка. И примите как есть. Вам плюс, а тем тысячам минус идет. Ну, что-то такое странненькое. Да, по-разному перемены действуют на разных людей. Так, еще у вас стрелы, но стрелы, которые от вас улетают. Куда-то вы стрелы пошлете, с кем-то будете связываться, и это вам в будущем проиграется успехом. Кому-то будете обращаться, писать письма, составлять аппликации, писать заявления, записываться, возможно, кому-то будете. Вот я вижу, что вы отправляете 2 стрелы. Может быть, и больше хотите отправить, но вот хватит вас на 2 стрелы. И эти 2 стрелы обязательно вернутся к вам результатом. Не на будущей неделе, а, возможно, через какое-то время. Может быть, до конца месяца, может быть, даже в следующем месяце. Но все, что вы сделаете на этой неделе, вам во благо пойдет.
Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.